Новый состав Жогорку Кеңеша официально приступил к работе. Новоизбранные депутаты 8-го созыва принесли присягу на верность народу и государству. С этого момента они законно приступили к исполнению своих обязанностей и взяли на себя ответственность за принятие решений, от которых зависит уже будущее страны. К первому дню работы некоторые нардепы подготовились хорошо, наизусть выучили присягу. Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын коргоого ант беребин. Для некоторых новоизбранных депутатов момент торжественной присяги был довольно волнительным. Дать обещание народу с высокой трибуны отдельным представителям народа от волнения было нелегко. Кыргыз Республикасынын Мен Ибрагимов Болот Адылбекович. Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Народные избранники подтвердили готовность работать в рамках Конституции, соблюдать законы и отстаивать интересы государства. Теперь перед новым созывом Жогорку Кеңеша стоят задачи по разработке и принятию законов, а также в целом по повышению качества жизни населения. В моем округе есть проблемы в сферах образования и здравоохранения. Я дал обещание избирателям решить их. Теперь будем работать по этим вопросам. Я чувствую большую ответственность, потому что мы впервые в парламенте. Я и раньше тесно работал с людьми. На протяжении 5 лет я поднимал нерешенные вопросы населения. Особенно важно сейчас защищать права пациентов, улучшать качество медицинских услуг. Я пойду в социальный комитет для решения этих и других социальных проблем. Я буду самым простым депутатом, который всегда будет открыт к диалогу и буду всегда с народом. Сейчас в Жогорку Кеңеше каждый 3-й депутат – женщина. Такой равный гендерный баланс позволит поднимать важные социальные вопросы. Бывший министр соцобеспечения Гульнара Батырова свой депутатский срок планирует уделить внимание этим проблемам. Во время проведения агитации граждане говорили мне о существующих проблемах в социальной сфере. Я вижу задачи, которые нам предстоит решить в здравоохранении, актуальные вопросы по семейному насилию, в частности, выделение соцпособий семьям и матерям-героиням, защиты прав детей и женщин. Я планирую продвигать нужные законопроекты и вводить дополнения в существующие законы. Президент Садыр Жапаров призвал новый состав Жогорку Кеңеша работать честно и ответственно, строго соблюдая данную присягу и служа интересам народа и государства. Сегодня я выступаю перед вами, потому что, во-первых, этот парламент является особенным, так как он сформирован на основе новых законов и правил и напрямую прошел через народный отбор. Во-вторых, я хотел поздравить вас с принесением присяги, немного остановиться на том, какое сотрудничество нас ожидает впереди. В своем выступлении президент напомнил о проблемах прошлых лет – политической коррупции, лоббировании личных интересов и кадровом кризисе, отметив, что эти ошибки не должны повториться. Находясь внутри законодательного органа, я увидел бурлящую атмосферу, многочисленные беспорядки и политическую коррупцию. Партии, прошедшие тогда в Жогорку Кеңеш, торговались между собой и фактически разделили страну между 3 партиями. Поэтому Конституция была выстроена именно таким образом. Должности превратились в предмет торга. По грубому принципу «наш сторонник». Даже люди без дипломов назначались руководителями различных учреждений, акимами, мэрами. Вопросу подготовки и развития кадров не уделялось никакого внимания. Кадровая политика оказалась в глубочайшем кризисе. Должности продавались за большие деньги, а будущему настоящих профессионалов, знающих свое дело и преданных стране людей, был нанесен серьезный урон. Мы никогда не сможем этого скрыть, потому что это горькая правда. Глава государства подчеркнул, что парламенту важно отказаться от политических игр и популизма, сосредоточившись на реальных проблемах и развитии страны. Садыр Жапаров отметил, что эффективное развитие возможно только при слаженной работе всех ветвей власти, парламента, правительства и судебной системы. Депутаттардын дагы бир көндүм адат болуп келген терс көрүнүшү тууралуу айта кетейин.
Хотел бы затронуть еще одну негативную привычку, которая укоренилась в работе депутатов. При рассмотрении отчетов Кабинета министров или утверждении республиканского бюджета некоторые народные избранники открыто вступают в торг. Например, заасфальтируйте 1 километр дороги в моем селе, иначе я проголосую против отчета. В результате нередко действительно асфальтировался всего 1 километр дороги. Я ввел запрет на такого рода деятельность. При строительстве школ, детских садов и спортивных залов также имели место подобные случаи. Например, в некоторых селах, несмотря на наличие хороших школ, детских садов и спортзалов, рядом возводили дополнительные здания. Разумеется, это делалось при содействии депутата или министра из данного села. По словам президента, сегодня у Кыргызстана есть все возможности для движения вперед. Так, по темпам экономического роста мы вошли в тройку лидеров в мире. Рост ВВП составляет 10%, а консолидированный бюджет к концу года достигнет 1 триллиона 200 миллиардов сомов. Если в 2020 году внешний долг составлял 54% от ВВП, то сегодня он снизился до 25% от ВВП. Мы демонстрируем положительную динамику. Никаких угроз экономическим интересам страны здесь нет. При необходимости мы могли бы погасить внешний долг даже в течение 1 дня. У нас достаточно средств. Однако, согласно условиям договоров, по ранее полученным займам досрочное погашение для нас невыгодно, так как предусмотрены высокие проценты и штрафные санкции. Поэтому мы будем продолжать выплачивать долги в установленном объеме по итогам каждого года. Таким образом, к 2035 году мы полностью избавимся от долгов, накопленных за предыдущие периоды. Сразу же после заседания депутаты разбежались по кабинетам. Нардепы познакомились со своими новыми рабочими местами и созданными для них условиями здесь. Минимальный ремонт хотя бы. Всем нам выдали кабинеты, мне достался такой. Думаю, сделать здесь минимальный ремонт. Я чувствую большую ответственность, потому что народ сейчас больше доверяет молодежи. Как депутат я приложу усилия, чтобы на наших дорогах было меньше ДТП и жертв. Я планирую вступить в социальный комитет, поэтому сегодня и принесла в кабинет Конституцию и другие законные акты по 11 направлениям. Кабинет в целом хороший, просторный, мне нравится. В новый состав Жогорку Кеңеша вошли как опытные депутаты, так и новые лица. Среди них бывшие госслужащие, экс-министры и прокурор, а также блогеры и журналисты. Такое разнообразие опыта и взглядов, как ожидается, позволит более широко и открыто обсуждать актуальные вопросы и, конечно же, находить правильные решения. Ахмер Нурдинова, Меримбек Джусупек, ЛТР, Бишкек.